Кувейте состоялась 45-я Генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии под лозунгом «Одна Азия». Генеральная ассамблея – это высший руководящий орган, который принимает ключевые решения по вопросам развития спорта и олимпийского движения в Азии. Мероприятие объединило руководителей национальных олимпийских комитетов 45 стран Азии, а также деятелей мирового спорта. В течение 2 дней участники обсуждали вопросы развития олимпийского движения в Азии, укрепления сотрудничества между странами и продвижения ценностей спорта. Особое внимание было уделено поддержке молодых спортсменов и развитию детского спорта в странах Азии. В работе ассамблеи приняла участие делегация Международного комитета «Дети Азии». Напомним, Олимпийский совет Азии является одним из учредителей Международного комитета «Дети Азии» вместе с Республикой Саха-Якутия и Олимпийским комитетом России. На ассамблее заместитель генерального секретаря комитета Сардана Жендринская представила проекты по развитию детского спорта в азиатском регионе. В своем выступлении она подчеркнула важность инициатив, которые реализуются в рамках проектов комитета «Дети Азии». Мы сегодня представили в рамках нашей программы 3 основных модуля. Это у нас олимпийское воспитание, это у нас борьба с допингом и спорт психологии. Психология в спорте, да, психологическая поддержка в спорте. И как отмечают коллеги из азиатских стран и регионов, вообще по Олимпийскому совету Азии, именно вот эти составляющие, помимо спортивной физической подготовки, они являются очень важными. И очень важно вот это все донести до юных спортсменов с малого возраста в таком интерактивном, в игровом формате, потому что они, играя, понимают эти правила, это принимают разные советы, разные рекомендации, которые наши топовые эксперты в этих областях проводят совместно с нами, да, именно с Международным комитетом «Дети Азии». В рамках Генассамблеи также состоялись ряд рабочих встреч с представителями международных организаций и национальных олимпийских комитетов стран Азии, на которых были обсуждены вопросы, направленные на поддержку спортивных инициатив для детей и молодежи, а также развитие детских спортивных мероприятий и продвижение олимпийских ценностей. Также Комитет «Дети Азии» в преддверии Генеральной ассамблеи в Кувейте приурочил серию спортивно-образовательных мероприятий. Для юных дзюдоистов и тэквондистов Кувейта состоялась образовательная программа «Путь к Олимпу». В церемонии открытия приняли участие Владимир Максимов и заместитель генерального секретаря НОК Кувейта Али Алмари. В рамках мероприятий Генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии совместно с Олимпийским советом Азии и по договоренности с Национальным олимпийским комитетом Кувейта было принято решение провести, скажем так, продолжить расширение программы, образовательной программы «Путь к Олимпу», которую мы проводим с 2023 года. Вот, новая, скажем так, точка на карте для детей, занимающихся спортом, вот именно кувейтских детей, провести нашу программу, в том числе и с привлечением выпускников. Здесь к нам присоединился Максим Раков, выпускник игр «Дети Азии», чемпион мира по дзюдо, который тоже проведет в рамках этого мастер-класс, встретится с детьми, пообщается, расскажет о своем опыте. Но самое главное, я думаю, что сегодняшняя программа – это так очень, не то что исторически, это очень важный момент, потому что мы находимся в штаб-квартире Олимпийского совета Азии, и программа сама, которая направлена на развитие спорта в Азии, как раз-таки проводится сегодня в самом сердце олимпийского движения Азии. И я уверен, что те ребята, которые сегодня пройдут через программу, им понравится, и эти знания, они пригодятся в будущем. Особенным событием стал олимпийский урок, который провел Максим Раков. Выпускник и бронзовый призер вторых игр «Дети Азии» по дзюдо, чемпион мира 2009 года, чемпион Азии 2009 года, медалист азиатских игр 2006, 2010, 2014 годов, участник Олимпийских игр в Лондоне, заслуженный мастер спорта Казахстана по дзюдо. Он поделился с участниками своим опытом, рассказал о пути к успеху и вдохновил юных атлетов на новые свершения.
Мне понравилось, как они учили нас делать жизнь лучше, как идти к Олимпиаде, как двигаться вперед. А еще очень понравились дыхательные техники и веселые игры. В блоке «Спортивная психология» спортсмены получили уникальную возможность ознакомиться с новейшими технологиями оценки психофизиологических и психоэмоциональных состояний и принять участие в психотехнических играх различной направленности для личной эффективности и командного сплочения. Я считаю, что это было действительно познавательно. Сегодня я отлично провела время. Было много активностей, которые мы попробовали. Мы получили новый опыт. Я действительно узнала много нового о тестировании, о том, что можно и нельзя делать спортсмену, о его ограничениях. Было очень интересно узнать об этом, о процедурах и о том, как все работает. Особенно интересно было пообщаться с чемпионом мира по дзюдо, даже несмотря на то, что я сама не занимаюсь дзюдо. Я занимаюсь тэквондо. Но все равно было здорово узнать что-то новое об Олимпиаде, о том, как все начиналось. Я даже не знала, что существует Олимпиада для детей или азиатские игры. Это было очень интересно узнать обо всем этом, о культурном расширении. И в конце, как справляться со стрессом. Я поняла, что это применимо не только к спорту, а к жизни в целом. Сейчас, например, у меня экзамены, и они вызывают стресс. Но дыхательные упражнения, которые мы сегодня делали, действительно помогают в повседневной жизни. То, что ты изучаешь, не ограничивается одной сферой. Это влияет на всю твою жизнь. Может быть, сейчас я и занимаюсь спортом, но в будущем займусь чем-то другим. И знания, которые я получила сегодня, помогут мне стать лучшей версией себя. Блог «Чистый спорт» рассказал спортсменам о важной составляющей любого спорта, об антидопинговых правилах, правах и ответственности спортсменов. Участники прошли симуляцию допинг-контроля с использованием профессионального оборудования. Спортсмены смогли детально изучить все этапы процесса, от заполнения протокола до сдачи проб. Мероприятие прошло на высоком уровне. Я не побоюсь этого слова сказать, что настолько колоссальная энергетика была, особенно третья группа, которая сейчас у меня была. Дети посетили станцию Fair Play. Это станция про антидопинговые правила, про те ценности в спорте, которые должен соблюдать каждый спортсмен, чтобы сохранить свое здоровье, карьеру и репутацию. Именно знание этих правил в основном представлении спортсмена дает потрясающий результат, потому что спортсмены должны ознакомливаться с антидопингом в процессе обучения, а не в процессе процедуры допинг-контроля. Поэтому Международный комитет «Дети Азии» подходит комплексно к этому вопросу, и мы сотрудничаем с комитетом уже не первый год. И, как говорят наши эксперты, комитет делает все правильно, и у таких детей есть будущее чистого спорта. На следующий день внимание переключилось на татами. 11 мая комитет «Дети Азии» организовал эксклюзивный мастер-класс по дзюдо. Под руководством чемпиона мира по дзюдо и выпускника игр «Дети Азии» Максима Ракова юные спортсмены отрабатывали технические элементы и постигали философию этого вида единоборств. Очень приятно было развивать наш вид спорта в этом регионе. Действительно, дзюдо не стоит на месте. Я думаю, это хорошая программа. Я очень рад, что я в ней участвую. В целом, по мастер-классу, конечно, были и хорошие ребята, на которых было приятно посмотреть. Я думаю, я был в целом им полезен, что-то показал, что-то подсказал. В целом хорошая обстановка. Я думаю, команда справилась с этим. Так что пожелать хочу им удачи. И думаю, на этом мы не остановимся. В заключении мастер-класса, да, были такие спарринги играющие. Очень приятно было почувствовать, посмотреть на реакцию детей. И в целом дзюдо – это единоборство. И здесь, когда человек прикасается друг к другу, держится за кимоно, он намного тоньше это чувствует. И я думаю, я через эти спарринги дал тоже какие-то эмоции, какие-то понимания этого дзюдо, понимание нашего вида. Вообще здорово было, мне очень понравилось. Ребятам только удачи, успеха.
اليوم تمرنا مع ماكسيم. У нас сегодня был мастер-класс с Максимом Раковым, чемпионом мира по дзюдо. Мы провели отличную тренировку вместе, узнали много нового о технике. Максим поделился своими коронными приемами, а также рассказал про свой спортивный путь. Участников мастер-класса поприветствовал заместитель генерального секретаря Национального олимпийского комитета Кувейта господин Али Алмари. Thank you very much for hosting me. Большое спасибо за то, что пригласили меня. Вчера у нас была теоретическая часть, и она, на мой взгляд, полезна для детей, занимающихся любым видом спорта. Прежде всего, хочу выразить благодарность Международному комитету «Дети Азии» и играм. Я уверен, что проект будет расти, и все больше стран проявят интерес к проведению игр. Это важно не только для молодежи, но и для тех, кто младше, для детей. Ведь именно дети находятся на перекрестке всех направлений в спорте. Если с раннего возраста закладывать в них правильные основы, а вы именно это и делаете, то можно сформировать целое поколение осознанных спортсменов. Вчерашняя образовательная программа «Путь к Олимпу» как раз об этом. О создании базы с нуля для тех, кто раньше никогда не слышал ни про антидопинг, ни про психологические аспекты спорта. Дети часто думают, что спорт — это только физическая нагрузка, но спорт — это гораздо больше. Есть и другие важные элементы, которые защищают спортсмена, когда он вырастает. Поэтому так важно, чтобы дети узнавали об этом как можно раньше. Образовательная программа «Путь к Олимпу» была очень полезной для ребят. Думаю, они действительно многое для себя вынесли. Что можно, а что нельзя. Что это значит для них лично. Все это будет способствовать их успеху в любом виде спорта, которым они решат заниматься. А сегодня мы видим уже практическую часть программы – мастер-класс. И она также важна, как и психологическая, организационная, теоретическая составляющие. Сейчас дети уже знают, как это делается. Иногда даже тренеры чего-то не знают, а теперь дети смогут им подсказать. Нет, мы знаем, есть вот это и вот то. И это поможет им добиться успеха в будущем. С моей точки зрения, очень важно развивать все это. Уверенность в себе, понимание того, что спорт — это не просто хобби, а целая индустрия и путь в будущее. Это действительно полезно. Огромное спасибо господину Владимиру Максимову и всей команде за то, что провели это мероприятие в Кувейте. Thank you very much for Mr. Vladimir and all the team to have this in Kuwait. Международный комитет «Дети Азии» продолжает объединять юных спортсменов, помогая им не только совершенствовать мастерство, но и впитывать ценности честной игры, взаимного уважения и олимпийского духа. Этот проект в Кувейте стал еще одним шагом на пути к большим победам, как в спорте, так и в жизни.